السلام علیکم هموطنان عزیز. بعد تنفس طولانی ما در برنامه نوبتی خود قرار داریم در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان و در کانال پیمان لایف. برنامه بخشیده به روز یعنی شرمندگی ملی، یعنی 16 نوامبر، روز سیسه به نام تاریخی شورای عالی که بدبختی را سر این ملت آورده است و این ملت را در بدر کرده است. بعضی از دوستان در برابر رحمانوف خود را شاهدای عینی همان دوره ها گفته به خود حق دادند که هر دروغ را بافته بالای مردم تحمیل کنند و ما امروز یکی از شاهدان عینی اون دوره ها را که در تمام تظاهرات های مردمی و در تمام واقعه ها تا به استقرار صلح رسیدن تاجیکستان شاهد بیوسته شاهد بودند. الک پانفیلوف را داریم و چون الک پانفیلوف زبانشان با زبان روسی حرف میکنند، ما برنامه ما را به زبان روسی میگذاریم. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Да, мы посвящаем эту передачу исторической, как они говорят, сессии. Она в самом деле является исторической по многим причинам. И сегодня многие, некоторые, скажем, наши товарищи, которые взяли на себя суд истории, и они говорят, они не дают другим иметь свое мнение и говорят, что они были непосредственными свидетелями тех событий, и они лучше всех знают, что там было. И в том числе Рахмонов, выступая с полуторачасовым выступлением, те же самые штампы, которые мы слышим на протяжении 30 лет, он начал опять с них, и я бы хотел сегодня затронуть, если вот его выступление, одно его выступление анализировать, одни его тезисы, каждый его тезис для политолога независимого достоин отдельной книги. Каждый тезис, если анализировать, это будет отдельная книга. Каждая ложь, которую несет он, это можно обсудить очень долго. Мы постараемся сегодня не очень долго занять время людей, но я бы хотел начать с такого тезиса Рахмонова. شکست خوردن مخالفین اسلامگرا در انتخابات پرزیدنتی سال 1991 و از جانب آنها اعتراف نگردیدن نتیجه های انتخابات وضعیت را باز هم تیزتون گردانید. این حالت باعث گردید که مخالفین با دستگیری مالیوی و راهنمایی خواجگان خارجی خود به میدانشینی‌های غیر قانونی بردوام آغاز نمایند. چنین عمل آنها با سرکردگی حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت اسلام با اعتراض اکثر اهالی مملکت روبرو گردید. В 1991 году, когда исламская оппозиция проиграла выборы президента, они не признали результатов этих выборов, и это стало причиной начала гражданского противостояния. Я бы хотел узнать, в самом ли деле Давлат Худоназаров был кандидатом
партии Исламского возрождения, и насколько тогда партия Исламского возрождения Таджикистана имела влияние или имела, насколько она была влиятельнее других демократических сил. Ну, спасибо товарищу Рахмонову, что он вспомнил про 95 год, но я бы сказал, что его выступления должны анализировать не политологи, а скорее все-таки психиатры, потому что анализировать ложь и информационную манипуляцию серьезным людям совсем не стоит. Так вот, я думаю, что на самом деле события, которые происходили последние 30 лет, они непосредственно связаны не с 91 годом, а скорее всего с 90-м годом. А еще раньше, когда в 89 году в Таджикистане появился Ростов-Хез, когда в Таджикистане появилась первая подпольная, пока еще не зарегистрированная газета «Ростов-Хез», и когда 11 февраля КГБ расстреляло людей в 90-м году, которые требовали изменений. А в 91 году началась операция российских военных, и, ну, тогда еще советских, это все-таки был ноябрь 91 года, и чекистов, КГБшников, которые использовали выборы президента Таджикистана для того, чтобы сохранить свой контроль, свою власть над Таджикистаном. Потому что приход к власти Ельцина, как бы он ни говорил про себя как о демократии или либерале даже, это была попытка сохранения Советского Союза, и поэтому в Москве очень сильно обеспокоились тем, что происходит в Таджикистане, появление разных оппозиционных движений, партий и группировок, появление независимых газет, появление дискуссионных клубов. То есть Таджикистан в 1991 году уже был, ну, может быть, в числе первых постсоветских стран, который пытался освободиться от коммунистического прошлого. Мы и памятник Ленину свалили еще в сентябре 1991 года, тогда, когда он еще во многих постсоветских странах еще стоял на своих площадях Ленина. Так что в 1991 году они первый раз пытались сохранить влияние над Таджикистаном, я имею в виду советские военные и чекисты, но они сделали неправильный выбор, как они потом поняли. Неправильный выбор – это алкоголик Рахмон Набиев, который оказался, ну, настолько уже опустившимся человеком, глубоко больным, что он не мог как бы выполнять свою роль контролирующего за Таджикистаном. И вот тогда в Москве появилась идея власть Рахмона Набиева поменять. И тогда вот уже началось давление, начались всякие преследования и репрессии. Тогда, как возник и огромный митинг на площади перед президентским дворцом. Так что вторая уже попытка оказалась довольно длительной и кровавой, когда началась война. Я ее не называю сейчас гражданской, потому что провел достаточно много времени для того, чтобы изучать документы и анализировать происшедшее. Я все-таки логичнее ее называю русско-таджикской войной, потому что до 1992 года даже самому злому человеку не могло прийти в голову
мысль, чтобы таджики стали убивать таджиков. Но, И все-таки, да, и все-таки я бы хотел получить ответ на поставленный вопрос. В последующем я хочу довести, надеюсь, что доведем до слушателя, до зрителя основную идею. Вот на этот момент, когда вот Рахмонов говорит, что демократические, только создавшиеся демократические силы попали под влияние партии исламского возрождения Таджикистана. давраи аввали соҳибисолӣ ба замоне рост омад ки қувваҳои исломгарои радикалӣ ҷунбишҳои навзуҳури демократиро таҳти нуфузи худ қарор дода буданд. ин қувваҳо манфиатҳои гурӯҳӣ ва ҳизбии худро аз манфиатҳои миллӣ боло гузошта дар асл ба василаи амалигардонии ҳадафи ниёнии ҳизби террористиву экстремистии наҳсати ислом, яъне бо дастгирию маблағзории хоҷагони хориҷӣ дар Тоҷикистон барпо кардани давлати исломӣ табдил ёфта буданд. Я тогда еще не был далековато от центра, но я думаю, я был в курсе этих событий. И по моим впечатлениям тогда партия исламского возрождения даже не была второй по влиятельности. Скажем, я думал, я так считал, что первыми по влиятельности были демократические силы, потом сторонники Ходжи Акбар Тураджонзода, который был категорически против создания какой-нибудь религиозной партии, если помнишь тогда. да. И, может, на третьем или четвертом месте была партия исламского возрождения Таджикистана. Я к чему это привожу? Я тоже был сторонником этих преобразований, сторонником этого Майдана. И для меня оскорбительно, когда вот этот Майдан, в котором я до сих пор они же говорят, что я в партии исламского возрождения, я до сих пор не в партии исламского возрождения, я самый либеральный человек. И, как ни странно, я тоже. Да, и Да. я был сторонником этих перемен, и сегодня они хотят это навесить все на одну Хорошо, партию. Алим, членов Алим. этой партии, но я не согласен с таким. Алим, я бы сказал так, что политическая ситуация в 1991 году была такой, что значительная часть, большая часть, большая часть населения Таджикистана, активная часть, она была против коммунистов. Вот этого достаточно, чтобы сказать, что Рахмон Набиев эти выборы проиграл. И когда я говорю о том, что у Москвы была идея подчинить себе Таджикистан, взять его под контроль, я видел своими глазами, когда провожал Давлата Худоназарова в аэропорту. Он летел в Москву, потому что он был депутатом Верховного Совета СССР. И там же в аэропорту этим же самолетом летели несколько генералов российских, ну, советских тогда еще. Вот. Но они летели уже в тяжелом состоянии. Вот, им носили огромные ящики с фруктами, с подарками и так далее. И они летели довольны. Они смотрели на нас с Давлатом, так ехидно, посмеиваясь. Ну что, там, проиграли, идиоты. Вот. То есть выборы были сфальсифицированы. И сколько бы ни говорил Рахмон про свою победу или про победу над демократическими силами, это были сфальсифицированные выборы, и мы это доказали, кстати. Но тогда не было механизма для того, чтобы
эти выборы не признать демократическими, потому что Горбачев очень старался придать какую-то демократическую картинку этим выборам. Если вы помните, тогда в Душанбе прилетел Собчак, тогда прилетел профессор Янов, прилетел академик Велихов, и один из помощников Собчака тоже ходил, такой маленький, бледный человек по фамилии Путин. Вот. Он тоже был в то время в Душанбе. Вот. Так что выборы выиграли демократические силы. И я напомню, что в декабре 1991 года, когда появился закон об общественных объединениях и партиях, в Таджикистане было зарегистрировано 16 политических партий. Это значит, что против Рахмона Набиева боролись 16 политических партий. И в Таджикистане было более 30 независимых газет. Это была мощная сила. Но выборы были сфальсифицированы. В Таджикистане не было сильного механизма для того, чтобы эти выборы, результаты отменить и признать, что они были сфальсифицированы. Так что вот, а потом уже начался второй этап, когда в Москве поняли, что Рахмон Набиев не справляется со своими обязанностями, он должен был все-таки устроить жестокие репрессии, вот, подавить демократические выступления. Вот, и все это закончилось скандалом с оскорблениями Сафарали Кинджаева и других. Вот, и люди вышли на митинг. Так что привязывать это к партии исламского возрождения довольно глупо. Это такой же пугало, как себе придумывает в Москве или в каких-то других странах, где диктатура цепляется за власть. Вот еще один случай, который был, это когда президент Рахмон Набиев подписал заявление об отставке в аэропорту. И об этом тоже кое-кто говорит, что сторонники партии исламского возрождения Таджикистана заставили Рахмона Набиева подписать это соглашение. Так ли оно было на самом деле? Но они почему-то не вспоминают о том, как они 4 раза пытались привести Рахмона Набиева в Арбоб на ту самую сессию. И он отказывался признавать новую власть, которую избрали, во-первых, с помощью 3 колец вооруженной охраны узбекской армии, которая была привезена для того, чтобы охранять демократический парламент. Вот. И, во-вторых, Рахмон Набиев не хотел отдавать власть, потому что он понимал, что это переворот. И то, что произошло 30 лет назад, это и есть переворот, который был организован Россией и Узбекистаном. Россия была представлена координатором этого переворота, был такой посол Вячеслав Сенкевич, а Узбекистан прислал армию для того, чтобы придать этому демократическому процессу большую силу. И он на этом собрании, на котором выступал, собрал всех оставшихся в живых тогдашних преступников, которые совершили государственный переворот в Арбобе, всех депутатов тогдашних. И этот парламент, конечно, колхозный парламент, который мы помним, он говорит о восстановлении конституционного строя. Я бы хотел здесь подчеркнуть, какой конституции.
То есть на тот момент какой конституционный строй они хотели восстановить и к какому конституционному строю относилось правительство национального согласия, которое, в отличие от Коха Арбоба, принимал, да, под давлением Майдана принимал решения, под давлением митингов принимал решения, но мирного, безоружного митинга. И все эти решения они называют неконституционными, а то решение, которое принято под дулами автоматов в этом Арбобе, в Худжанде, это становится конституционным, и до сегодняшнего дня они это называют восстановлением конституционного строя. Где вы были в тот момент, когда проходила сессия в Худжанде? Я там и был. Я был в Арбобе, потому что тогда я работал в американском агентстве Associated Press и работал в независимой газете в Москве, поэтому каждое утро я приезжал в Арбоб, приходил в это здание, поднимался на балкон и смотрел за всем этим безобразием, которое там происходило. Ну, это люди постоянно врущие. Это люди, которые все время придумывают всякие сказки по поводу этой сессии, по поводу там своих действий. Но достаточно вспомнить выступление бандита Сандака Сафарова, который в тимшке, в пиджаке и вандатровой шапке вышел на трибуну, поблескивал своим золотым зубом и говорил в микрофон: мы уничтожим эту демократическую мразь в Таджикистане и доберемся до Москвы. Так что, если товарищ Рахмонов до сих пор считает, что это был демократический процесс, то почему Сангак Сафаров был руководителем Народного фронта? Ну, правда, потом от него ГРУ избавилась, но тем не менее этот человек виновен в огромном преступлении, в убийстве большого количества людей, и он до сих пор считается героем Таджикистана и имени Рахмонова. Еще он интересное признание делает в этом выступлении. Он говорит, что у нас не было государственного флага. На этой сессии мы придумали государственный флаг и заказали 300 штук этих флагов, чтобы водрузить их на танки, которые входили в Душанбе. В Душанбе входили танки с советскими красными флагами, пусть он не врет. Это во-первых. Во-вторых, первый таджикский флаг мы сшили на швейной машинке в центре города. Вот. Так что я сам крутил эту машинку, и мы шили первый государственный флаг, который потом вынесли на улицу. А когда они попытались этот флаг и герб поменять, то есть опять вернуть эту советскую капусту в виде герба, вот, тогда художник, я сейчас не помню его фамилию, он в сердцах сказал: хорошо, я им нарисую бутылку водки и колбасу вместо герба, пусть они тогда радуются. Вот. Так что все было придумано давно, и все это было известно. То, что говорит Рахмонов, это полная ложь. Да, я тоже помню, что знамя, флаг таджикский еще в 90-91 году был спроектирован. Только отличие от только изменения, которые на этой сессии ввели в этот флаг,
в этот герб, не флаг, а в герб, там в середине герба у первого флага был лев, а здесь на флаге вместо льва поставили книгу. И больше никаких изменений от того флага. Еще помню национальную валюту Сомони тоже тогда же спроектировали и даже заказали в Германии. И этот Сомони, эта национальная валюта ввели самым последним Таджикистан. До того деревянными рублями все воруют. Алим. Да. Алим, я думаю, что это в самом деле по сравнению с тем, что произошел действительно переворот. Началась действительно русско-таджикская война. Я напоминаю, что в Таджикистане в то время не было собственного министерства обороны. В Таджикистане вообще не было постоянной. Не было никакого оружия. Поэтому тем оружием, что случилось? Голос что-то пропадает. Тем оружием, которым убивали людей в течение... Это было 201-й дивизии. На моих глазах полковник Дан Тюбе в 91-м загружал вертолеты с оружием и отправлял их юрчикам. Еще тут он еще одну сказку рассказал, и эту сказку рассказывают еще с 92 года об экономической блокаде Кулеба, устроенной центральной властью. И здесь я бы хотел напомнить, то, что я помню, экономической блокаде был подвергнут Душанбе со стороны Узбекистана, и тогда еще закрыли дорогу, железную дорогу, авиационное сообщение, и прикрыли газ в Таджикистан со стороны Узбекистана, и со стороны тогда еще Ленинабадской области тоже была введена жесткая экономическая и финансовая блокада Душанбе, в то время как никто блокаду Кулеба не организовывал, но, естественно, если дорога закрылась, железная дорога закрылась, весь Таджикистан попал в экономическую блокаду, в то время как Сагдийская область или тогда Ленинабадская область находилась на границе, то есть там граница с Узбекистаном может быть, на Ленинабад не так повлияла эта экономическая блокада, но на другие регионы очень сильно повлияла. Как вы считаете, вы еще больше информированы об этой экономической блокаде, так называемой Кулеба? Ну, если товары не входят в Таджикистан, то, естественно, они не входят никуда. В большей блокаде оказался Бадахшан на самом деле. И я в декабре 91 года сам ездил в Харок для того, чтобы убедиться, как там люди живут. Там они жили в полной блокаде. Там не было еды. Там были большие проблемы с топливом. Тут надо сказать, что блокада была организована Узбекистаном только потому, что Узбекистан хотел получить контроль над Таджикистаном. Я не знаю, это может быть всякие фантомные боли. Узбекистан хотел стать центром геополитики в Центральной Азии. Наверное, все-таки мечтал, чтобы Таджикистан вернулся в качестве автономии, как когда-то был частью Узбекской ССР с 24 по 29 годы.
Ну, наверное, по большому счету, когда-то большая часть Таджикистана была в составе Бухарского эмирата. Но Узбекистан тогда занял очень жесткую позицию, прежде всего армии. Не только внутренние войска стояли в Арбобе во время этой 16-й сессии, но и отряды Сафар-Али Кинжаева были вооружены техникой, которую собирали в Термезе на кладбище советской техники после афганской оккупации. Так что они туда въехали на узбекских БТРах через границу Таджикистана до Душанбе. Вот. И тогда, если вспомните, в 94-90 годах Эмомали Рахмонов уже настолько привык к своей власти, что начал ругать Ислама Каримова, начались какие-то даже очень оскорбительные националистические выступления против узбеков и Узбекистана. Ну, правда, теперь при другом президенте он полюбил и узбеков, и Узбекистан, и стал туда чаще ездить. Но вот тогда для Узбекистана была уготовлена такая функция блокадника Таджикистана и контролирующей его границы. Другой границы у Таджикистана не было, но если не иметь в виду небольшую горную границу с Узбекистаном, через которую коммуникации почти не проходят. Еще одна, это очень болезненная тема, которую и политики в России, и большая часть русскоязычного Таджикистана, тогдашняя, муссируют это о геноциде русскоязычного населения в Таджикистане, вообще в Центральной Азии, и на этом очень манипулируют этой байкой. И я бы хотел от вас, как русскоязычного, услышать, какой геноцид был устроен против русскоязычного населения. И почему русскоязычное население покинуло Таджикистан, таджики, которые очень до сих пор остаются самым пророссийским регионом, в то время как с прибалтийских республик их выгоняли, они до сих пор остаются там, и до сих пор они не имеют там в большинстве своем гражданства. И у них требуют изучения тех языков. А у нас был до недавнего времени русский язык вторым государственным, но от нас они убежали, и еще к тому же на нас повесили клеймо того, что мы как бы их выгнали. Ну, никто никого не выгонял, выгнали только меня. Хотя я не совсем русскоязычный, для меня таджикский с детства был вторым родным языком. Я родился в старой части Худжанда, в Махале Чукурак, и поэтому до сих пор еще что-то помню, хотя уже вот вынужден говорить сейчас уже только на русском. Значит, это была такая московская заготовка, которая использовалась везде. Вот как только Москва хотела где-то поменять власть, она сразу же вспоминала о том, что есть русскоязычные, и которых надо защищать. В Таджикистане не было никогда межнациональных проблем. Может быть, даже и в этом плохо, потому что, к сожалению, людей, говорящих на таджикском языке, я имею в виду русскоязычных,
было, ну, по пальцам пересчитать. Ну, может быть, 100 или 200 человек, не больше, на всю республику. Большая часть так называемых русскоязычных чувствовала себя оккупантами. Я их так и называл. Вы оккупанты. Вы не хотите даже интересоваться ни культурой, ни историей, ни традициями, не говоря уже о языке. Но когда закончилась война, тогда уже забыли про всех русскоязычных. И большая часть уехала, насколько я знаю, сейчас в Таджикистане 50 или 60 лет. И то они сейчас, я вот был последний раз 10 лет назад в Таджикистане, они говорят на каком-то странном, блатном, примитивном языке. Это уже не русский язык, это какой-то тюремный язык, это жаргонный язык. Это на самом деле было очень страшно это слышать. Но в связи с этим я бы хотел сказать, что вот когда Рахмонов захватил власть, то есть ему дали это сделать, начался процесс ассимиляции таджиков. Раньше он проходил в советское время просто под контролем коммунистов и чекистов. А сейчас это такой экономический способ ассимиляции. Работать негде, поэтому они вынуждены, таджики и часть узбеков, живущих в Таджикистане, уезжать на заработки в Россию. Там они ассимилируются, и за несколько лет они даже получают российское гражданство. И, в принципе, те, кто возвращается в Таджикистан, уже возвращаются полурусскими. И то, что делала Российская, а потом Советская империя, это происходило за последние 30 лет в таком быстром темпе, с большой скоростью. Так что пусть товарищ Рахмонов забудет о всяких своих претензиях, пусть он вспомнит о том, как каждый год из России более 1000 гробов привозят убитых и умерших таджиков на родину. Еще одно удивительное признание он сделал. Он говорит, что общество было разделено на тех, люди некоторые, какие-то, как они это говорят, сторонники создания исламского государства, которые финансировались из-за рубежа, другие сторонники демократического Таджикистана, которые тоже финансировались из-за рубежа, и третью группу, интересную группу он определил, которые хотели возродить коммунистический режим. Вот я бы хотел узнать вот эту третью группу, к ним кто относился, которые хотели восстановления коммунистического. Ой, исчезает звук, исчезает. Али, что, да. Я еще раз хочу напомнить, что я не психиатр. Мне очень трудно объяснять эти глупости товарища Рахмонова. Но я начну с того, что их всегда пугало название «Партия исламского возрождения». Их совсем не пугает, например, Христианско-демократический союз Германии. Их не пугает то, что Конституция США начинается со слов обращения к Богу и так далее. То есть они забывают о том, что в Таджикистане живут мусульмане. Это первая глупость. Вторая глупость – финансирование. Но почему же тогда он не говорит, сколько он получает финансов из России, чтобы поддерживать себя и свою семью? Что только благодаря российской поддержке он находится у власти 30 лет. Все остальное психиатрия.
И он там еще одно интересное умозаключение делает. Он говорит, что тогдашние руководители, коммунистические руководители сделали одно большое упущение. Они долгие годы не замечали создания такой партии под чуждой идеологией, которая зарождалась в Таджикистане, и они это упустили, и они привели Таджикистан к тому, что эта чуждая идеология где-то вынашивалась 1400 лет, и вдруг она с обретением независимости вышла наружу. Очень интересное заключение. То есть партия исламского возрождения Таджикистана, то есть ислам где-то там, внутри советского Таджикистана, ислам, оказывается, втихаря исповедовался людьми, и это упущение коммунистов. Ну, во-первых, мне странно слышать это от бывшего секретаря парткома. Во-вторых, я думаю, что ему придется отвечать перед Богом за то, что он, пьющий человек, несколько раз ездил в Макку. И теперь он себя называет хаджи. Это лицемер, который не имеет права вообще говорить о религии. Ни с какой точки зрения. Ни с точки зрения бывшего коммуниста, ни с точки зрения пьющего человека. Еще я бы хотел в конце, наверное, хотел бы от вас услышать, как вы думаете, настало время или когда настанет время объективной оценки этих событий? Скажем, я не объективен, естественно. Я не объективен, потому что я сторонник одной из противоборствующих сторон, Майданов. Сторонник демократических преобразований, за которые ратовал площадь Шахидон. И я остаюсь при своем, что тогда, вот сегодня Рахмонов и ему подобные обвиняют народ, то есть они, даже те, которые стояли у истоков демократии в Таджикистане, у истоков независимости, и стояли на той стороне баррикады, наподобие Атомир Ходжа и ему подобных, они сегодня как бы обвиняют этот народ, который хотел, поверил, что мы уже независимая страна, и хотели идти своим путем, и были уверены, что нам извне, по крайней мере, демократическая Россия не помешает. И мы видим, что через 30 лет, насколько трудно по этому пути идет сегодня Украина, по этому пути мы пошли 30 лет назад и были очень оптимистично настроены по отношению к демократической либеральной России, думая, что она не станет на сторону своих врагов коммунистической КГБшной власти. И мы ошибались. Я никогда не думал, что Россия когда-нибудь была демократической или либеральной.
называть демократом бывшего секретаря Свердловского партии, товарища Ельцина. Нет, что вы. Ельцин погубил себе биографию. Он все время хотел выглядеть демократом, а начал войну в Абхазии, в Южной Осетии, в Приднестровье, в Чечне, в Таджикистане. Это не демократ, это обычный коммунист. Просто он себе придумал такую легенду. Ну, Во-вторых, объективность. Объективность – это документы. Вот они не могут врать. Поэтому, если говорить о том, что произошло за 30 лет или что происходило 30 лет назад, то надо публиковать эти документы. А они не опубликованы. Все книги, которые напечатаны в Таджикистане о войне или так называемом мирном процессе, они все односторонние, они все отражают только точку зрения власти. Других книг, к сожалению, пока нет. Ну, я попытался сделать такую книгу, когда писал о журналистах на той войне. Вот. А на самом деле должна быть книга об этих 30 лет. Или, по крайней мере, о том, что происходило 5 лет во время переговорного процесса. Я был участником этого переговорного процесса. Все документы, все свои дневниковые записи я сохранил. Но пока нет такой возможности, чтобы оформить это все в виде книги. Но потихоньку я это делаю. еще интересная деталь, я чуть не забыл. Верховный Совет Таджикистана, тогдашний колхозный Верховный Совет Таджикистана, объявил амнистию всех, кто совершал преступления с 27 марта по 25 ноября 1992 года. На ваш взгляд, на кого она распространялась и что имелось в виду под этой амнистией? Имелась в виду пропаганда. Исключительно в качестве пропаганды что-то делалось, но не доводилось до конца. В конце концов... не амнистировали ли преступников Народного фронта, поскольку другую... Так, само собой, потому что ничего же не происходило. Само собой. Под это дело был создан Народный фронт. Под это дело 201-я дивизия передала оружие Народному фронту. И под это дело начал воевать и убивать людей. И погибло огромное количество людей, и было огромное количество людей выдавлено в Афганистан. И спецотряд ГРУ под командованием полковника Клочкова просто убивала людей. В 1993 году, когда уже Народный фронт добивал, как ему казалось, на юге Таджикистана оппозицию, то там был в командировке фотограф Андрей Соловьев. И он приехал в таком жутком состоянии, он рассказывал о том, что первый раз в жизни увидел такую кровожадную войну, когда на его глазах народофронтовцы просто отрезали уши людям, живым. И как они убивали людей и бросали их в каналы. И как по каналам плыли трупы. И такая страшная война была. Потому что Народному фронту развязали руки, дали оружие и сказали: давайте уничтожайте эту демократическую мразь. Вот они это и делали. Очень большое спасибо за ваше участие в нашей программе. Я бы хотел в конце высказать еще одно мнение. Может, вы согласитесь со мной, может, у вас будет иное мнение или дополните.
Я сейчас о чем? Вот то, что мы говорили, что историю должны написать как бы ученые, которые объективно и беспристрастно будут это делать. Но, к сожалению, сегодняшние ученые Таджикистана, студенты Таджикистана, естественно, внутри Таджикистана не может существовать критическое мышление. Но, к сожалению, студенты таджики, ученые таджики, которые даже находятся в бегах, которые обладают политическим даже убежищем в западных странах, на сегодняшний день боятся критически осмысливать то, что происходило тогда. Например, мы хотели сегодня как бы созвать круглый стол, но, к сожалению, для таджикского общества, даже будучи за пределами Таджикистана, люди до сих пор боятся писать, говорить то, что как бы официальная власть Таджикистана считает как бы преступлением или как бы предательством или ходжагоны ходжи и все такое. И люди, студенты, ученые, которые даже находятся за пределами Таджикистана, сегодня не решаются об этой странице истории писать то, что не приветствуется режимом Рахмона. У меня создалось такое впечатление. Согласны ли вы со мной или, может, я ошибаюсь? Да, к сожалению, так. Но это все сделано было искусственно. То есть это была задача, которую Москва поставила перед Рахмоном. То есть настолько уничтожить, или, как говорил Сангак Сафаров, уничтожить демократическую мразь, вот они нас и уничтожали. Ну, не всех уничтожили, вот, они бы с удовольствием добили бы всех нас, и меня бы в Грузии, и вас бы в Польше, вот, но у них короткие руки. Но они сделали из общества молчаливого, согласную массу. И, к сожалению, говорить о том, что в Таджикистане может быть какая-то политическая активная жизнь, сейчас абсолютно не приходится. А когда нет политической активной жизни, когда нет гражданского общества, то говорить о том, что появится какая-то светлая научная мысль, и как появятся какие-то объективные исследователи, тоже, к сожалению, не пишется. Есть, конечно, возможность у эмиграции это делать, но для этого нужно работать, для этого нужно воспитывать людей в эмиграции. Спасибо. Сегодня у нас гостем был уважаемый Олег Панфилов, гражданин Таджикистана и Грузии, который стоял у истоков таджикской независимости. И дай Бог нам приехать и в реально независимый, в реально свободный Таджикистан, когда-нибудь вместе с Олегом и выпить чаю там, где... На берегу-то. Спасибо. Иншаллах.